Просторный двор, собственное мини-футбольное поле, оборудованная детская площадка и благородный фасад современного здания. Этюд в красках, представляющих собой рачительный контраст с неприглядной действительностью последних ветхих дворов в нашем городе. Этюд по определению набросок, представляющий собой часть большого будущего произведения. Завершающим штрихом в этой жизнеутверждающей картине бытия само собой должно стать появление жителей. Ждать по заявлению ответственных сторон осталось совсем недолго. К завершению подходит подготовка необходимых документов. На сегодняшний день у нас дом многоквартирный, пятиэтажный, 60-квартирный, где мы приобретаем 54 квартиры по программе переселения. Идет уже завершающую стадию свою, подходит. Сегодня мы ждем инспекцию Госжилстройнадзора с Уфы, которая даст оценку завершаемого объекта. После чего мы уже, конечно, будем ориентироваться. Единственное, конечно, еще если не будут технические какие-то мероприятия, там еще могут быть и с подачи тепла, и еще какие-то, может быть, вопросы могут продлиться. Но вообще ориентируемся на конец ноября. Внутри помещения тепло, светло и просторно. В квартиры подведены необходимые коммуникации и установлена сантехника. В беседе с прорабом мы узнали, что в отличие от новостройки Побулякова, которая возводилась по уфимскому проекту, данный объект имеет одну отличительную особенность. Проект здания принадлежит челябинской компании и получил планировку квартир с более просторными коридорами. Теперь гостям, пришедшим на новоселье, не придется толкаться в тесной прихожей. А уж какое применение найти расширенной площади, решать самим новоселам. Всего в доме по адресу Закива Лиди 49 горожанам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, будет передано 54 квартиры из 60 имеющихся. В трехэтажном доме по соседству, обладающего схожей планировкой и находящегося сегодня на стадии отделочных работ, нуждающимся в улучшении жилищных условий отдадут 12 квартир из 15. Передача данного объекта в распоряжение новоселов также планируется в самое ближайшее время. Трехэтажный рядом, который тут объект Закива Лиди 47, это по программе 4-го этапа. Так, завершение строительства намечено на конец декабря. Но заселение, не знаю, успеем, не успеем. Тоже также могут быть какие-то технические моменты, то есть подача инженерных коммуникаций. Думаю, может быть, не все вот эти моменты, конечно, можно сразу сейчас увидеть. Но надеемся, что все-таки мы к концу декабря. Отметим, что строительство обоих объектов производилось в рамках социальной программы, направленной на ликвидацию проблемы ветхого жилья в нашем городе. Так, пятиэтажный дом под номером 49 относится к программе 3-го этапа, в результате которого новое комфортабельное жилье получит более 150 семей. На данной стадии было ликвидировано 10 щитовых домов. Трехэтажное здание идет по 4-му этапу и является заключительным в программе переселения. На этом, завершается данная программа 13-17 года, которая была утверждена в 2013 году с дополнениями. На этом будет завершена программа по переселению граждан. Мы этим самым мы снимаем данную проблему аварийного жилья в нашем городе. Именно сборно-щитовых конструкций, которые они просто уже изжили свое техническое состояние, эксплуатационное, не подлежащие, которые вообще не подлежали ни капитальному ремонту, ни реконструкции. Подводя итоги реализации программы переселения, можно сказать, что в Сибае за последние 5 лет были возведены 43 многоквартирных дома. Устойчивые темпы роста и планомерная работа в рамках установленного графика позволили своевременно ликвидировать проблему аварийного жилья в нашем городе. В результате масштабной реконструкции жилищный фонд Сибая обновился более чем на 20%. Ринат Музафаров, Радмир Асингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.